Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Как поддержать чеченских предпринимателей? В связи с мировым кризисом, акцент на малый и средний бизнес ищут. Вопросы развития малого и среднего бизнеса на контроле главы Чечни. 2 погибших и 2 раненых. Столкнулись лоб в лоб. От этого машину хэтчбэк отбросила от дороги на 100 метров. И, к сожалению, оба, и водитель, и пассажир, сразу на месте погибли. Серьезное ДТП в Грозненском районе стало поводом для выездного совещания. Ее года, ее богатство. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Путин. Один из самых взрослых людей планеты готовится отметить 104-летие. Разные народы и конфессии, объединенные общим домом дружбы. Даже если мусульманский праздник, мы друг к другу в гости приходим. Скоро приближается светлый праздник Пасхи. Мы опять будем друг к другу в гости приходить, посещать. Один день из жизни Дубовской в нашем выпуске. В республике намерены покончить с дотационным прошлым и выйти на самообеспечение. Такую задачу поставил Рамзан Кадыров, но для ее выполнения необходимо участие малого и среднего бизнеса. О том, как поддержать предпринимателей, говорили сегодня на большом совещании в Грозном. Обсудили сразу несколько проблем. Слишком высокие ставки по кредиту, слабая работа местных властей и медленное развитие производственного сектора. Обо всем по порядку. Ясмина Гацаева. Поводом для расширенного совещания в правительстве послужили вопросы развития малого и среднего бизнеса, которые поднимались президентом страны на Госсовете, прошедшем на прошлой неделе в Москве. Эту тему глава республики озвучивал несколько лет назад, когда экономическая ситуация была совсем иная. Теперь, по словам Рамзана Кадырова, работа в этом направлении должна быть усилена в разы. Сегодня руководство государства поднимает те же вопросы, которые мы поднимали несколько лет назад на Херсон. Только через малый и средний бизнес на ногах и труду большой дючтер в связи с мировым кризисом санкции яка компания проект Россия докеш сойце, если вчера были развиты промышленные регионы, сегодня у них больше проблем, чем у нас. Товар надо ищать, партнерш, партнерш государства санкции наложитель проблем что у нас. Поэтому я думаю так, акцент на малый и средний бизнес ищут. С докладом о состоянии дел в сфере малого и среднего бизнеса выступил руководитель администрации, главы и правительства. Магомед Даудов сообщил, что в регионе зарегистрировано более 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. В конце прошлого года эта цифра снизилась на 4%, однако в первом квартале 2015-го снова возросла. Состояние развития индивидуального предпринимательства на 1000 человек населения в разрезе муниципального образования выглядит следующим образом. Наилучшие показатели наблюдаются в этом Калининском районе. 37 предпринимателей и их наемных работников на 1000 человек населения. В городе Грозном на 1000 человек 32 предпринимателя. В Шелковском районе и в городе Аргун по 25. Наихудшие показатели. В Наурском районе 17 предпринимателей и их наемных работников на 1000 человек населения. В Веденском районе 15 всего. На Жюртовском и Шаройском районах по 14 на 1000 человек. Как видно из показателей, 3 наиболее отстающихся района – это районы, расположенные в горной местности республики. И объяснением таких низких показателей могло бы служить именно расположение районов. Если бы не тот факт, что горный и Тымкалинский район занимает лидирующую позицию по количеству предпринимателей и наемных работников на 1000 человек населения. По словам специалистов, для нормального развития экономики региона число предпринимателей должны быть втрое больше. Рамзан Кадыров говорит, что инвестор придет только в тот район, глава которого сам проявляет к этому интерес. Район экономическое развитие, план согласовательное правительство, кредит, инвестор, короче,
привлекать хунцадо министерство дон экономический территориальный развитие униадное министерство вице-премьер УЕП дон этому вопросу дон шудеш подас дон район сит адол дон банксин бохунцабодат правительство худеш подас дон цаглава район вас рисковать есть баблаш целли цану дон опыт хавич дон кеш дон развивать дешо муниципальное образование регион шхели дон ле международный хид заниматься деш цаглава район вас если дон цун есть еще кредит есть еще я баба еще и проект запустится еще и проект вы запустите и елу лёш сахалч если дон вы вещь вы привлекательность дон инвестиционный дон вы вещь great dash сахалч заставит вы весь дон на бухла дон район глава район даже дон из банк син дон инвестор чего еще чмовать легерганный го чват эти аж вкладывать дон. Если главы муниципальное образование, министерство, ведомств не доверяют сами себе, так сказать, если они не верят, что рентабельность, уверенность в завтрашнем дне, что сахельч, а на худи бош, наш дирду, не выйдон, харшадик дюне дон, цель это кредит, это дон, что белых развиваться, шайги жизнь дон, экономический кредит, шайги дон, что наваиваем, что чем дышка аса дон, харшен два ход еще 50% حاجة двух авор самость дон. Наоборот, два ходят каждый глава дон, промышленность, сельское хозяйство, министерство дон, территориальное развитие дон, вице-премьер дон. А я отметил, кредит ходишь дон, лег конкурсом круг, дорог кал. Сам далее, что глава вот. Вы инзам хитил, вы твам дабелле. Нападашка дон, вы ищет дон. Вы таган самый развивающий регион халишью, вы даст дон. Экономический, политический, социальный, большой лез мосу авардон. А худ идет худа дизвай. Шут сам дол дизой дугдар. Ислам вона Сингапуре дон. Сотига дол систем юч. Ах дик беш будон. Баш yok территории ятстон. Ну дünyan чайёс Сингапур моцот организация. Мухлаха а самыч о коррупцию, самыч о преступность, что хлебетиги. Хинти моя что масанадас. Фунди система in halawaju kaman dains kaman no don dank el check dogs system dank don aradol don shash tish nacht tish was aradol don art don in ist so eine plöschatka eins noch wo bin der hin don moshni don город das. В стране сложная экономическая ситуация, подчеркивает Рамзан Кадыров. Региональный бюджет, при том, что он прилично урезан, удалось защитить с трудом. Поэтому каждый должен понимать, что республика не всегда будет жить на дотации. Глава Чечни потребовал в ближайшее время представить ему справку о том, кто и как работает над тем, чтобы перевести свой район на самосодержание. Просто что это моцолч о ахлюш всегда снова. Моцолч о диехаш, деш до дойч, деш до хест, луш до чия вашу моцолч о дон. Интимелч о сложностью в бюджете. Шон еще чех, еще не хамакат, чан из дон. Хотя что аж для дува чех, это аскуса дува, мет тендершин, мет чук вас, аскуса до все. Что было бы администрация дон. Есть что справки да, мало да сон. حاجة عجلان باق دان بیش ووتر بلعش ووتر دانه پردلجینش خلیز تیمت خودت بیلگل باقیز تون بالور بابا بیلگل باقیز اشنان پردلجین سوی اشنان لپرویت سوی قطعه کنش الداس له دان هوا باق سبوه هر سمینیست سون ویش وات بله پرویت سوی دان کده له ادمنستراتو دان اشتراک کرد تنها واس دان ولی نج اوه وغیری چی آنها واس خیر واش وات الاشیاء سوی دست کده конце концов, да, конечно, уже да, что я валил весь матч, но мы сам до Иисуса, да, что а правительство было оборот, да, если взаимодействие, если да, вице-премьер, министр, да, справку, да, что, да, когда у вас суна, мелк, о, на вас, вот, на вас рушвать. Да, администрация, ну, харна, да, мелк, о, багаж, да, что, хара, да, мы это хару, харна, вас, Oko hon soldan, boah sobid mos huara. Ahma bakhar diona da boah biash weg wotsug na wastkhil gher chweg da baga weg bilgil daqdo ahma bakhar on spraka waqtu
Затем выступил министр экономического, территориального развития и торговли. Муслим Кучиев привел цифры, согласно которым в сфере торговли занято более 45% предпринимателей, сельским хозяйством 29%, а в промышленности и вовсе 5%. Созданы специальные фонды гарантийной и поддержки малого и среднего бизнеса. Однако одними отчетами и сухими цифрами проблему не решить, говорит глава республики, и просит назвать несколько наиболее рентабельных проектов. Самый перспективный, самый предложение это город Грозный, Урус-Мартановский район. Именно ху проект предложение допустим, по Урус-Мартановскому району по мусоропереработке, агропромышленный инвестиционный проект, строительство жилья, очень крупные объекты. Если мы будем строить жилье, ну, ипотеку подключить теперь сега. По ипотеке... Вы кезгюхен квартиш смотрите. Мусор перерабатываешь из дома. Завод воюет, мочер дал воюет. В разных инстанциях пришел дал. Хейдук дал. Испугаться юж инвестор карин. Эй, шатся еще, быстро дал. Хейдский быстро, ай. Урус мартаница, ачхай мартаница, пурчеловский, вы быстро, ай вы и сейчас. Многие проекты представлены лишь на фотографиях с кратким описанием, говорит Кадыров. Таким предложением заинтересовать инвестора вряд ли удастся. Мэр город точно хавош. Юхам мэры дон, ца проект. Арт дон, инвестор хавош дон, город девали, савот чувиги вайшим. Инвестор валош. Чун гейт харюкса проект дал. Ят. Любой район, юдон, аспад дон, сурт дилан сон дон, хаса проект теория, сурт гойт ксудасан. И проект ят, цама ят, и сурт дилан дон. Та, иза хуй квартир. Вай ол инвестор карич, инвестор лошто вай дон. Вай инвестор карич, вай Абу Даби, шозна хабаличи, цан ца. Дагайту мать салдисна хуй. Ала алирса хатата несколько проектов дон, цага скетчи, дас дон, аш видели дейти, удейти дон, кетченш вайн. Van acht bagillen siga dona acht voziteit. Just ja dona bo besh that's almishat bo praktiski besh that's. Abu Bakr Isa Hassan Shadir Shidona. Oh, det almayt. Вы очень арма дөллен оушкети. Моссу лично шаш хор проект ознакомить с этой сум предложение слулаш дастон. Шумяч о командиров школ дойдли, что das вы внутренне вы ёршо возможность сперва использовать. Вы это амала уж давай использовать внутренний ресурс. Вы внутренний ресурс использовать я. Вы дона, что дыхают, вы мягкий проект что, вы запустите на вы еще проект цена региона, а Россия нет донышта. Вы дона, надо аншер несколько дон крупных проектов запустили, да снова. Мосуа промышленный, сельское хозяйство, туристический, мосуа дона. Вы я и на, вы я есть tu, из войны, вы показатели от лёшек дона. Вы дона, благополучие населения. В свою очередь, председатель комитета правительства по малому и среднему бизнесу рассказал, что в этом году республика будет участвовать в 15 государственных программах по поддержке предпринимательства, что поможет привлечь дополнительные средства в эту сферу. Но этого будет недостаточно, если кредитная политика в регионе останется прежней. Ставку 24% бизнес просто не осилит. Основная проблема для предпринимателей – это слабая работа банков. Банк докладчик, здесь только у нас филиалы банков. Если даже взять пример, если привести, Сбербанк, есть такой кредит доверия, который в других регионах по кредиту доверия дают до 3 миллионов рублей, а в Чеченской республике дают только 300 тысяч рублей. Так, залог и залог шамосы предпринимателей. Мы, когда проводили совещания с муниципальными образованиями, мы говорили, что у нас есть создан гарантийный фонд, и в этом гарантийном фонде есть средства 330 миллионов рублей, на которые мы можем Россельхозбанк, Сбербанк, Связьбанк, Сбербанк, что мы можем давать гарантию. Но, к большому сожалению, очень мало людей обратилось к нам.
Ютака процент чуть о духьях Рамзанах мать банки по 24, по 28% бедон. Кредит цело. Это очень сильная нагрузка для предпринимателей. Так и ахча для вновь начинающих. Банк лушдать только для тех, у кого есть кредитная история. Если даже взять опять-таки другой регион, допустим, они дают под 18%, а у нас в нашем регионе этот кредит дается по 24%. В Тохгец кредит ведем переговоры о снижении этой процентной ставки. То есть Тохклеры начало года отделил кредит, они были в принципе, невозможно было их, не выдерживали бизнес-планы вот таких показателей. Но в целом, если как бы резюмировать это, надо максимально инвестиционно привлекательный регион, чтобы был тогда эти будут пересмотрены позиции. Но на сегодняшний день и ситуацию. Процентный ставка шаляха хавен, ищите меня хаяц. До этого тоже дон. Дождь моей системы дон. Так мы имели бачи дона, мы не работали и не собираемся работать. Если отношения ищите Allah дона, остальные должны дон. Все помрут, так сказать. تعادل риск что правительство элоч, шент элоч, болсабич вен таган ёшел дон, системе дон, дарлдуе. Бизнес без рисков не строится, отмечает Кадыров, но на первом этапе их должно взять на себя правительство. А вот предприятиям глава Чечни рекомендует самим попытаться выйти на рентабельность и не ждать бюджетных денег на модернизацию. По его словам, власти готовы помочь в становлении бизнеса, тем более, что в Чечне работает упрощенная система выделения земельных участков и подготовки документации. Самая легкая выделяемая часть земли, если мы на правительство выходим и выделять участок земли, если в других объектах это самое сложное, угар от твой в ручном режиме инвестору угар от лат талушту. Мы что тут в данном случае вот человеческий фактор и риск шенте я сформ бог бабиз. Помимо позиции дон своего дон худешности, отца я понимаю, я в любой инвестиционный проект сам лично иду и защищаю в банке. Говорю только давайте, я буду лично идти и сопровождать его. Что касается всех. Единственное, Рамзан Кадыров подчеркивает, ни у кого нет реальных предложений, что делать дальше. Есть только мнения, которые порой не совпадают с рентабельностью того или иного объекта. Поэтому работать необходимо в тесном взаимодействии. Более того, работают предприятия, в запуске которых лично участвовал глава Чечни. И, казалось бы, давно должны были выйти в плюс, только этого не произошло. Как программа это бюджет я думаю дон это запустить не хорошо хинс кида все дон сейчас развиваться не сейчас если кредит уже душа добил было хорошо не только дон мы не видим развития доскида все предфабрик дон считает что нет доскида их цаоли вен дон любой предфабрик навел колхоз навел оли شاويك يعدو على الوالد كده أساس لو متى دون باب خصوص سندسلوه شاويك يشكرو نو فقط دون باب شخص تيجي توكي علوش تيجي بصوا ما ديش دو أفضل ما عايم مستريح هودنا ميلدلهم دون بلغش من إذا بوست ديش وي يتديش تو كريديت وش دل ديش أحتاج ديش رزق ديشات وإذا дополнительно вы он дешевле дон тут предфабрик если вы ца ты можешь запустить лучше стал join он ما أسكت ميلدو أشلو запустить هاي أسكير داشون داسون. إمتى بدو عندنا عشان بريور كبورو وريسبوبليكا أو برنامج восстановления هنا يوجد وي просто заводчина кое дасون. Заводчина мы هنا نتشو миллиард привлекать дешон. Никогда в жизни мы не запустили лёч. Запустить рентабельность лёч. أرجونا تعاوننا نزودو هنا نجاوبنا نزودو. Кадыров отмечает, каждый чиновник должен понимать, что их отношение к своей работе отражается на благополучии населения. Оно бывает только тогда, когда человек имеет работу и достойный заработок. Помимо развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, параллельно решаем вопрос безработицы, в первую очередь. Хора заинтересованы, заинтересованы, دوزل نقدر بيسن دعنا خلق يعدوش الحال دعنا نستدي شخص ده دعنا أبي مسرة دعنا ويخلق لازم دعنا الشيء لازم بوسن دعنا ويدعنا مثلا ويحيي جاحة
وإذا ختاروا دو ويتصحيقي وإذا ختاروا ده صدق مسألة استعادون دين نعبوسادون هيك ديز ويدون ويدوش تو ويداتون نوس ديتر سو ويبيقل показать في ويداتون мы можем гордиться мы можем хвастаться да сказать но это не входит в наши компетенции да мы должны делать все для того чтобы полностью снести на ноль безработицу поднять экономику республики да сказать ويدون is dan het zo'n ja bij daar is dat is hij dan echt bol baat hebben is hij dan zo'n echt dan zijn hij dan abzet coach hij niet de school dat staan zo dan hoe придумать dat hoe leer dat staan en daar is elementaire соцсети dan доступ любой человек на хейр вяче на доступ и аудио на доступ и он да staan dan doet je juist zelfs voor dat شيء لول خوش شيء химический zo ja zeg hoor dat houden aan het dan zo dan van dus je dan شيلش والحلو يرشطونه شا يشتو أسوأ والله عجينا مكشوت شيء زد دانسون ولا عندي شوية تنسى على واقع ندستان عجينا دشيت المكشوت زد دستان جو إسلام واقع ندستان نو تون شيء представление شو الشيء شو أخي عشنا شيء ماسكاي ولا أنت دستان عاش شيء كورتي شو هذا دشيت عاش مكشوت شو دستان ده مارس دولتون دست никто не знает что она больная дастан зима вебол дон дикли баш басин особенно дон либерал что он Россия больше полна, он знает, что вы активно вы занимаетесь, что вы Россия в порядке, инчарах, царь регион, вы не так вы однозначно президент позиция, а до их уже, интернет чувачи, вы дал царь бобас. Именно либерал, что Украине, Америке, Европе, وين دعال целенаправленно Бог ще хауше статистики дон. Вы дон поймер да если маш дон как то что Бог бен шол ам дона. Шавик дал вела. Жик ти цажик ти шавик дал язы, шавик дал суль что шавик ще лук дел шо дастон. А вы так сюда дона, вы дон нет, не дош вы дон, дик Бог бабьеш хлер что говорит. Значит мы состоялись дон. Из целое государство дон, вы куршелч. Так вы значимость царь дона. Оценивать ешхалич положительно. Значит, мы есть Америка, на Европе, на уха, вы духа ешхалич. Если про нас говорят, про нас пишут, хорошо или плохо, это дан. Цадон, башвлет. Франция дан, кино говорит на Эласона, подписчик, это около 7000 дан. Подписчик, какие-то за 2 часа после фильма даст. И из них дан, 100% бедан, рейс больше француз. إشيت نش كشيت نش كشيت نشيت نش دون إشيت نكليوز شيت نش دون إشادش جوش دش تجوش دش يخوي شو غير شيء بيش دخل بداس دون إيوين проблема يعت دون دام ولا ويد ديلو غيرنا دون دوك ديلوش دوش تاس دون ده شيء وينيز نيت عدو قرآن سنة دون. Завершая встречу, глава республики предупредил, что проведет анализ деятельности профильного министров и глав администрации. Если выяснится, что кто-то из них не уделил развитию бизнеса должного внимания, тому придется искать себе новую работу. Безответственности в вопросах, касающихся благополучия населения, он не допустит, подытожил Кадыров. Эсмина Гацаева, Дауд Куруев, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. В парламенте республики состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению года литературы. В нем приняли участие депутаты Заксобрания, министр образования и науки, министр культуры, а также писатели, поэты и представители науки и СМИ. Спикер парламента подчеркнул, что одна из основных задач чеченских литераторов – привить молодежи любовь к книге. По его словам, только чтение позволит подрастающему поколению заглянуть в прошлое и сохранить традиционные ценности нашего народа. По словам председателя Союза писателей Чечни Канте Ибрагимова, писательское сообщество республики нуждается в специальной литературной премии, которая стимулировала бы деятельность писателей. В свою очередь, Абдурахманов обещал довести эту инициативу до главы Чечни. Очень баркал олш, долдечин соук далюч, хал ахигиниш муна, соболюче киншках кюк отчвер, о компьютер чах, вайн халки тахтен аттахи царе чах блохбо, но тавоши кюк отчен да живое общение цахул, это чах киншках кюк отчсахолч, и киншк езюха это тоже
Комитету по архитектуре и градостроительству представили нового председателя. Прежний руководитель Джалал Кадиев уходит на заслуженный отдых. Ему 75 лет. Он возглавлял комитет с 2004 года и являлся лауреатом Российской академии по архитектуре и членом Союза архитекторов России. Был действительно специфический, бушатый, был очень тонкий, утонченный, профессиональный подход лишь. Адмишна была на Шиндель. Я думаю, что муслим вил человечный дух, дух, так как он был хазгербуди кирбу, годи дух, всячески мелкшени обратить встреча муслим, то она остидом, то чавол сайбол дядой. Новым председателем комитета стал Муслим Гаирбеков. До сегодняшнего дня он занимал должность начальника управления государственной экспертизы. Гаирбеков выразил благодарность за оказанное доверие. От себя и от коллектива буду требовать повышения профессиональности в своей работе, профессионального подхода к своей работе, и творчески реализовываться, чтобы достойно справился с поставленными задачами, оправдал доверие руководства республики, потому что и председатель, и глава республики, они раз назначили, значит, ожидают от меня результата. Мэр Грозного провел совещание по вопросам регистрации прав собственности на домовладения и земельные участки. В нем приняли участие префекты районов, начальники департаментов, руководители служб госрегистрации. Ислам Кадыров отметил, что глава Чечни дал высокую оценку работе мэрии в этом направлении, но в то же время подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. Он дал поручение с завтрашнего дня начать работу по регистрации прав собственности на квартиры и призвал все службы к сотрудничеству. Города 96,5% результату выпачивал в индикации каилна результат санкилана вебох бич веаш саути вен хэшту ахой хау хадох что тана лач тадохман регистрация савел шуис десен 3,5% изнаят вахиндис на годушна квартирш хадо проблем воёш изнаят да хайз ёш шамир Ахуя города 61 тысячи квартир, 1335 двух и уши, многоэтажных домашних, целях 42 тысячи квартир, регистрация ИНИУ, 20 с лишним тысяч, между 30 тысяч квартир, регистрация ИИШ, ясная, из-за их совещаний, или блох бах, ваняк амалутся бах, ажах, ахра, то ищется. Руслан Алханов провел рабочую встречу с руководителями служб и подразделений ведомства. Здесь обсудили вопросы оперативно-служебной деятельности и реализации поручений главы Чечни по обеспечению правопорядка в регионе. Алханов поблагодарил личный состав МВД за успешное обеспечение безопасности граждан и гостей региона в период празднования православными Святой Пасхи. Через несколько дней в республике пройдут мероприятия, посвященные Дню мира. Министр выразил уверенность, что полицейские также успешно справятся с поставленными задачами. Здесь же Алханов поручил провести подготовку личного состава к обеспечению общественной безопасности и проведению военного парада, посвященного 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Наша с вами задача подготовить сотрудников, чтобы они были дисциплинированными, чтобы они соблюдали закон, в первую очередь закон. Если сотрудник сам нарушает закон и требует от гражданского населения выполнения закона, я считаю, это неправильно. На совещании глава нашей Республики России Рамзан Ахматович Кадыров конкретно поставил задачу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также наших сотрудников. В этом вопросе нам с вами необходимо конкретно работать, поставить задачи всем руководителям, а также кадровому составу. В Виноградном прошло совещание с участием сотрудников ГИБДД, представителей администрации и жителей села. Поводом для этого стало серьезное ДТП, произошедшее 11 апреля. Около 8 часов вечера при въезде в населенный пункт столкнулись ВАЗ-2107 и автомобиль Приора. 2 человека погибли, еще 2 с многочисленными переломами доставлены в больницу. Здесь же было отмечено, что с начала текущего года в Грозненском районе в автокатастрофах погибли 12 человек. Сотрудники ГИБДД призвали старейшин проводить воспитательные беседы с сельчанами. По статистике, участниками ДТП чаще всего становятся молодые люди. В целом картина по району по сравнению с прошлым годом улучшилась, однако работы все еще предстоит немало.
Просто так что лидерwana os awali شو حشاش بوي أشبو صندر قال وكدر شومن يا قيقم بردر مصون أخي ليدر لوتي شيء بيزي دول ده هذا اشتاق مغيا أكيد هذا. Проект «Дом дружбы» добрался до станицы Дубовской. Наша съемочная группа побывала в гостях у местного музыканта, пообщалась с семьей аграриев и посетила самую большую стройплощадку станицы. Из Шелковского района Алхазур Керимов. Байтербит Денигов подберет ритм на синтезаторе под любую песню. Музыкой житель Дубовской занимается с 20 лет. В последнее время руководит художественным кружком в местной школе. По словам Байтерби, в его группе очень способные ребята. Заниматься с ними одно удовольствие. Я рисую белым мелом облака, я мечтаю. Они сами придумывают какие-то песни, мы им помогаем это все. Бывает, что выезжаем и на республиканские мероприятия. Вот на конкурсе нашедов девушка заняли 3-е место в республике. 3-е место для нас – это очень много. Тем временем на другом конце станицы Валентина Лемешко напевает старые песни не на сцене, а в огороде. В этом году должен быть хороший урожай, говорит Валентина. Впрочем, земледелие их семью никогда не подводило. Вместе с мужем Виктором они выращивают кукурузу и бахчевые. 40 лет уже живу с мужем, 40 лет занимаюсь. А до 40 лет еще родители были, родителям помогали. Вот видишь в огород, глянешь, вроде все есть. И для души, и для стола, и для гостей. Лук свой не покупаем, картошка своя не покупаем, деревья, компоты свои. Подвал каждый раз забит разными соленьями и вареньями. Впрочем, это не единственный способ выжить в кризис. В хозяйстве несколько десятков ульев. С первым цветением пчелы опять выйдут на активный сбор пыльцы и нектара. Выезд надо. Куда? В поле. Где взятка идет. А без взятка толку не будет. А вот кроликов никуда вывозить не надо. Их в хозяйстве до 80. Кстати, породу Виктор вывел сам. Выносливые и хорошо приспосабливаются к местному климату. Все держим для себя. Где-то 4 дочери у нас. Надо всех кормить же. Обеспечивать надо их. Вот с Кизляра дочь приезжает, режем туда. С Ростова приезжает, режем туда. Также утей выращиваем, индоутей. Тоже породу вывели свою. А вот дома у семьи Лемешко целый сад из различных цветений, сделаны бисером и другие поделки. Некоторые из них Виктории подарили дочери. За зиму вот этот цветок сидела мешкотно, очень тяжеловато. Но все равно усидчивость нужна. И тот цветок я за зиму связала. У каждого жителя станицы Дубовская свое увлечение, но живут одним – сельское хозяйство и личное подсобное хозяйство. В многонациональной станице представители 10 народов. Даже если мусульманский праздник, мы друг к другу в гости приходим. Скоро приближается светлый праздник Пасхи, мы опять будем друг к другу в гости приходить, посещать. Мы любим наши обоюдные праздники. Мы всегда все вместе живем, как одна семья. В центре Дубовской недавно начали строительство новой мечети, в которой одновременно смогут молиться до 700 верующих. По поручению главы нашей республики вы видите, как прекрасно строится мечеть. Планируем закончить, к осени планируем закончить, да, Алмула. Все есть, все хватает, стройматериалы, все, и проблемных вопросов в отношении стройки нету. Для станицы с численностью всего лишь в 2300 человек это станет огромным подарком. Здесь есть и Дубовской казачий культурный центр. В него входят творческие коллективы и активисты села. Участвуют в различных культурных мероприятиях республиканского масштаба. Алхазур Керимов, Мурат Альбукаев, Дауд Куруев. Новости. Она родилась за 2 года до Первой мировой войны и отчетливо помнит все важные события 20 века. Аминат Гайрбекова воспитала семью в самые тяжелые годы. Во время Великой Отечественной работала на железной дороге, а в мирные годы трудилась в сельском хозяйстве. Сейчас Аминат готовится отметить 104-й день рождения. В гостях у бабушки побывала Зара Айдамирова.
Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Путин. Накануне Дня Победы Аминат Гайрбековой вручили медаль ветеран Великой Отечественной войны. А к поздравительным письмам от президента страны она давно уже привыкла. Их в канун праздника она получает каждый год. Праздник я иду ойтуасан. Энд это айтнер. Чего ходит сидолш. Шит вам лея. Берлея. Борш, яздина борш, диш. Дерхает, хазмотает. На своем веку Аминат Гайрбекова увидела немало, ей 103 года, воспитала 5 детей. Чтобы прокормить семью, вела огромное хозяйство. Трудилась, не покладая рук, а Великую Отечественную принимала самое активное участие в строительстве железной дороги. По иронии судьбы, именно по этой дороге она вместе с родными вернулась домой из Казахстана, где, тоскуя по родине, прожила долгих 13 лет. خير حق تندر تنكيش بيسن ديلا ديلي بسي ما استحقي ناديش ايرن داديوخس إيش بول لرمي يقنشن دوات روبلي درق أخس درقتا تيقنشن إدان داتر ديارك بول ما بينا راغنش تاع يولي لوش بول ما بينا Защитником Отечества был и супруг Аминат. Он умер в 1980 году. Потеряла и единственного сына, который, отслужив в армии, погиб по автокатастрофе. Дом в Закан-Юрте разрушили во время Второй чеченской кампании. Женщина практически осталась тогда без жилья. Потерять и дом, в котором всегда были гости, смех и веселье, стало для Аминат настоящей трагедией. نيختشل حال خلاليتي على أكر حال تخيناني شغالر وادي الهرتو أكر على شقش أول ماما ما مارس خريق أحكي تشني اليوم مام تون أكر على حجش قش تسي يبغى حال غير قاش بيا مام وتسيرجع أولي ما ديك دخشي شي دورش أولي تو لفولي واخوشي تخي قاش بوي أخذ ديك داس قستر. Несколько лет Аминат Гайрбекова жила со своей старшей дочерью в полуразрушенном доме. Но после обращения к главе республики проблема с жильем была решена. Для женщин построили просторный дом со всеми удобствами. Аминат сожалеет, что поблагодарить лично Рамзана Кадырова не смогла его. Она видит только по телевизору. دق برك الإيدر قصن الإيمة غيتون يجيني عار رمزان خزنا يخسن نيخ تيرقويش نيغن ديك يديش خزنا يخسن ديك باتش خيلي دال ديك دين كانتوز. Аминат, долгожительница, передвигаться самостоятельно уже не может. Перенесла 2 инсульта, и у нее слабое зрение, но все равно в курсе всех событий. За столом она душевный собеседник. Аминат умеет слушать и сопереживать. Родные до сих пор нуждаются в ее советах и поддержке. Я специально к ней прихожу, чтобы она мне рассказывала о своей прошлой жизни, об бытах, об уважении, об этих всяких наших традициях. Мы учимся у нее. Зара Айдамирова, Муса Астамиров, новости. От Сталинграда до Берлина наш корреспондент Жибек Садуакас отправилась в гости к ветерану войны Нажмудину Абацаеву. Будучи молодым человеком, он прошел все самые кровопролитные сражения Великой Отечественной и встретил победу в поверженной столице Третьего рейха. Ветерану Великой Отечественной Нажмудину Абацаеву 98 лет. Сейчас он уже не видит и не ходит. Заботятся о старике многочисленные потомки. У деда строгий режим питания по часам. Младший сын Адам Абацаев следит за этим. Вот так вот. А в 1942 году еще молодым парнем он попал на фронт в составе 255-го отдельного чечено-ингушского полка, сформированного на базе 114-й кавалерийской дивизии.
Рискуя жизнью, Нажмудин Абацаев выполнял долг перед страной, как и миллионы других ребят, ставших на защиту Родины. Он, считай, почти самый младший среди них был. Он до этого служил в армии с 38 по 40. И как раз еще в советско-финском участвовал. Он в Ленинградской области служил, в Карелии. Там. 3,5 года. Вот после служил он в 40 году, вот этот снимок был сделан. Самым кровопролитным сражением 255-го полка была битва под Сталинградом. Уже первый бой легко мог стать для нас последним, вспоминает ветеран. Горстка кавалеристов в окопах на равнине и немногочисленные пехотные роты против тысяч стальных чудовищ под авиабомбами и снарядами дальнобойной артиллерии гитлеровцев. Но наши стояли насмерть. Полка Тобольская, аж полка утро. Сталинград я хочу, отсекать. Полк, ну как бы, без надо, боильно. Нажмудин прошел фронт до победы. По возвращении домой в 1946 году Абацаев не нашел ни семьи, ни родных. Его боевые заслуги могли подтвердить однополчане. Только благодаря этому солдат смог получить тогда документы. Он в село Серноводск приехал после войны. Здесь никого, конечно, не было. Их в Грозном собирали, по 10, по 15 человек, там где-то держали. И ваша родина, Казахстан, отправляли. После 1957 года, у кого было там состояние, не все могли даже на родину приходить после этих указов. Он только в 60-м году сюда, в Серноводск, приехал. Он там мать нашел, там братья, родственники много умерло. Потом сестру нашел вместе с ними. Эта позорная страница истории, наконец, перевернута окончательно. Сегодня справедливость о чести солдат-военахов остановлена. Празднование 70-летия Победы в этом году станет особенным для Нажмудина Абацаева. Жибек Садуакас, Султан Умаров. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Эти и другие новости вы можете также посмотреть в официальной группе телеканала «Грозный» ВКонтакте. На этом все. Спасибо, что были с нами. Адекиэл Шумашай.